20 января у стен китайского консульства в Стамбуле прошел митинг, организованный Османским объединением. Организаторы митинга потребовали от китайских властей немедленно закрыть лагеря и прекратить уничтожение мусульман Восточного Туркестана. Османское объединение было создано партией справедливости и развития, и данный митинг является показателем небезразличности турецких властей к вопросу Восточного Туркестана. Глава образовательного центра имени Махмуда Кашгари Юсуф Балтаджи подчеркнул вероятность распространения китайской тирании в странах Центральной Азии. Biliyor 18 января член Старшей палаты Сената США Марко Рубио и член Нижней палаты Кристофер Смит представили законопроект о правах уйгурского народа, в котором призвали президента США осудить действия китайских властей в отношении жителей Восточного Туркестана и потребовать немедленного закрытия лагерей. Американское правительство потребовало от Комиссии ООН по защите прав человека составить план независимых проверок в так называемые лагеря политического перевоспитания, а также с помощью голосования осудить массовые аресты, принудительный труд и пытки над заключенными. Кроме того, предложено назначить руководителя отдела по Восточному Туркестану при МИД США, поддержка международного закона Магнитского, требование наказания руководителей Компартии и властей, замешанных в нарушении человеческих прав в Восточном Туркестане. Ранее законопроект поддержали 25 заседателей. Пересмотренный вариант законопроекта был поддержан 31 заседателем обеих палат. С 17 января исследователь Американского совета по внешней политике Лоуренс Хасс издал статью в газете The Hill, в которой он предупредил об опасности действий китайского режима, который беспощадно содержит в так называемых лагерях перевоспитания более 1 миллиона уйгуров и проводит пытки над заключенными. По его словам, репрессии Китая, проводимые над уйгурским народом, эта мнимая внутренняя политика не ограничивается китайскими рубежами, но простирается и за ее пределы. Несправедливая политика коммунистов по отношению к уйгурам, как в самом Китае, так и за границей, укрепление экономической, политической и военной гегемонии Китая представляют угрозу не только для жителей Поднебесной, но и для всего человечества. По мнению автора статьи, усиление китайского влияния и ослабление влияния США представляют угрозу демократии во всем мире. Даже если мы будем считать, что вопрос Восточного Туркестана – это внутренняя политика Китая, то пакистанские и американские уйгуры прекрасно знают истинное лицо Пекиня, влияние которое выходит из-за рамки Восточного Туркестана. Государство, не соблюдающее прав своих граждан, не способно соблюдать права соседей. 18 января, в День свободы информации, группа, состоящая из уйгуров, тибетцев, китайцев и представителей правозащитных организаций, провели митинги у зданий Google в Лондоне и Индии. Причиной послужили скандальные исследования Google системы блокировки информации под названием «Стрекоза». Митингующие потребовали остановить исследования и прекратить поддержку китайских властей в разработке программ для отслеживания и блокировки информации. Присутствующие на митинге выкрикивали лозунги со словами «ценности дороже прибыли» и «прекратить битье людей цепями Китая, заковавшего свой народ». В течение года Google проводил исследование системы «Стрекоза», которая отвечала всем требованиям властей Китая. Система «Стрекоза» способна отслеживать и автоматически блокировать так называемую нежелательную информацию. По словам специалистов, данная система разработана для тотального контроля народа и ограничения доступа к информации.